пока подрастающее поколение еще только себя готовит к выходу в трудную жизнь, на улицы нашего города вышли на свою трудную службу выпускники нашей местной полицейской академии. Командировок таких сложных нету, вот разыскиваются Кузнецов. При задержании аккуратно, возможно, вооружен. Сбежал с армии, у него там по наркотикам проходит. Видели в городе, находится сейчас в городе. Вооружен? Возможно, вооружен. При задержании особое внимание уделяет. Да. Буквально несколько дней тому назад вы закончили нашу академию и теперь уже полноправные работники милиции. Вопрос, наверное, традиционный в этом случае. Почему вы выбрали для себя такую специальность, как постового, как точно, вот ППС, как переводится? Да, именно работника патрульно-постовой службы. Как вам сказать? Потому что всегда Возрастает. на улице. Да. Всегда работаем мы с людьми. Общаемся. Мы видим, прекращаем правонарушения. Самые первые встречаемся. Как это? Да. То есть вы из всех работников милиции больше всего общаетесь с простым народом. И, в общем-то, Да. именно потому, как вы выглядите, потому как вы, допустим, несете службу, складывается мнение вообще о советской милиции, насколько я понимаю. Конечно, это наше лицо. Сколько месяцев вы учились? Мы учились 4 месяца. 4 месяца. Как считаете, вот эти 4 месяца дали вам те профессиональные навыки, которые нужны постовым милиционеру? Профессиональные навыки, они прежде всего идут по службе уже, в процессе работы. Так мы изучали законы изучали, как работать с людьми, там, психологию. Как подойти к человеку, да. Как подойти к человеку, обратиться. То есть, а уже какие-то конкретные навыки вы надеетесь получить уже в процессе работы, да, с работы? Ну что ж, счастливо вам в работе. Мирную приказу выпустить охрану общественного порядка в городе Нерезове. Внесение в службу бригады соблюдать суть законности, сдерживая обращение на службу. Несколько вопросов заместителю командира взвода постовой службы Ермошину Сергею Павловичу. Сергей Павлович, вот у вас прибыло новое пополнение. Какие надежды вы возлагаете на этих ребят? Ну, надежды у нас очень большие на этих ребят, потому что у нас взвод, как считается, кузница кадров. Со взвода ППС многие вышли отсюда офицеры, все начинают службу с патрульно-постовой службы, вот, милиции, потом начинают учебу, переходят на офицерские должности. Так что этих ребят нам воспитывать, этих ребят нам растить, чтобы были кадры у нас в городе, в отделе. Вот они отучились 4 месяца, уже несколько дней выходили на службу, и, наверное, во время учебы тоже принимали участие в патрулировании. Какое впечатление они производят на вас? Ну, впечатления хорошие. Это у нас идет здесь как отсев, у нас же много уволили ребят по отрицательным мотивам. Да. То есть не все до конца Не доучились? все до конца доучиваются, потому что выбор есть, и мы выбираем самых лучших. То есть недостатка желающих поступить в эту академию нет? Да, у нас пока нет недостатков. Но есть надежда, что новый прилив сил улучшит, скажем, уголовную обстановку в городе. Конечно, улучшит обстановку в городе. Все у нас увеличилось количество выходов человек на службу, увеличилось количество нарядов. Мы больше будем перекрывать улиц, кварталов. Больше будет видно на улице милиционеров по форме, которые будут по сравнению Уже наличие на улице постового, да, оно конечно, производит впечатление, кого-то сдерживает, кому-то оказывает какую-то поддержку, когда он может обратиться сразу, а не дозваниваться по 02 и сказать где-то телефон. Если он увидел наряд, сразу здесь уже есть какие-то шансы раскрытия преступлений по горячим следам, предотвращения преступлений и даже задержания преступников. Сергей Павлович, сколько вы работаете уже в милиции? 6 лет. 6 лет. Вот за 6 лет, я думаю, что вы уже досконально изучили эту работу. И какие качества для милиционера вы считаете вот самыми главными? Ну, самое главное качество – это
выдержка, ум и ориентация в обстановке. Главное понимание граждан, чтобы понять главное человека. Вот это самое главное, я считаю, качество.